У мемориала воинской славы собираются участники акции. За 30 минут до диктанта победы организационная суета. Поближе к вечному огню передвинули меч победы. Рядом с партами сгруппировались участники, регистрируются и знакомятся друг с другом, а также оказывают помощь в организации мероприятия. Участвуют в Дошхуге диктанте победы про Великую Отечественную войну. Я повторять лишь дырик. Ela kichu и хажи эрта жмялаус сел бис дик ахимаус готовится дичи заниматься жмялаус дальше андер дикязгек. Здесь, у памятного места, где захоронены свыше 700 бойцов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной, диктант победы проходит уже по сложившейся традиции. Международная акция открывается с живого исполнения юноармейцами гимна. Участников рассаживают по местам, старейшины впереди всех. Так принято. وزناني زداني تاير خلق المك تاير أتخل مجديه مقصدين أتوت الدقة وبرز أقمع قداس دي زناني نيسيات هذا مهمة نيسيا جبيه أو خلاص بيجبر تبع حاجات كمان وقدر حاجات بدي أنا ده برتع بابا ده ديك شم تعنيز دول بدي. Диктант победы состоит из 25 заданий, 15 из них с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Как заполнять бланк правильно, инструктирует участников активист. Ответ на задание нужно отметить крестиком. Кроме кириллицы и цифр, использовать иные символы запрещается. Впрочем, ничего сложного. Главное знать ответы. Дмитрий Бурмистров, только окончивший военное училище, к примеру, уверен, что справится на отлично. Я думаю, то, что не знать историю своей родины, это прискорбно, скажем так. Диктант победы проходит 3 сентября как по всей России, так и в странах ближнего зарубежья. Открыты 11 тысяч площадок по всей стране. Диктант в Ингушетии пишут на 50 площадках. Целевая группа участников разная. Есть ветераны, есть участники спецоперации, добровольцы, есть юноармейцы, учащиеся школ. Ну, разная целевая группа. Разные целевая. Могут не только те, которые зарегистрировались, но и в ходе вот сейчас подготовки могут приходить, регистрироваться, садиться и писать. Акция «Диктант победы» стартовала в 2018 году. Цель – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Написали «Диктант победы» в режимах офлайн и онлайн на официальном сайте акции. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.